Лекция номер 2. Лекция номер 2. Марксистская философия. И ничего не записывайте. Я вам скажу, что записать. Потому что время терять не будем. Вам для того, чтобы в следующий раз семинарство, знаете, прочитать меня обратно, вы должны что-то записать. И что-то отложится. Сегодня вы слуховое восприятие и пишете. 2 органа действия. В следующий раз вы будете зрительным мне. И себя слушать будете. И мой некоторые для разбития соображения спрошу какие-то вопросы. В прошлый раз спрашивались. Начинаем. Знает марксистская философия. Знает, вы должны знать, что когда человечество возникло, появилась одна философия. Она называлась совокупное знание древних. Про философию. Ничего не пишите. Про философию, про науку, как хотите. И она походит, вот действительно растет, да, ствол и ветви. Ветви, конкретно науку, ствол, это философия. Ага. И происходит развитие, сначала, вероятно, астрономия, математика и так далее, физика, они начали развиваться, отпочковываться от совокупных знаний древних, и осталась одна философия. Тогда философия превратилась просто в отдельную науку, наравне с другими. Но философия занимается изучением мира, общества. Этим никто не занимается. Ни одна наука. Поэтому философия остается все-таки мировоззренческой, методологической наукой для всех остальных наук. Потому что они обращаются, и физика обращается, и химия обращается, и биология обращается. Поэтому философия сегодня тоже, конечно, она прошла разные этапы. Некоторые философы – это госпожа, понимаете, королева наук, госпожа наук. Потом пришел Гискон, позитивист, и говорит, философия – это не наука. Она не имеет права на существование. И 5 положений выдвинул, что философия несостоятельна. Но Гискон прав был бы, философия не была. Философия ведь перед вами сидит. Поэтому Гискон был неправ. Все 5 положений были ложные. Вот. Сейчас структура. Вы ничего пишете, я потом подскажу. История философии. Классическая философия состоит из истории философии, учения о бытии, учения о познании и социальной философии. 4 раздела. А вот философии человека 5 нет. Это я просто для себя, для вас это не надо. Так, и философия, как любая другая наука, имеет свой язык, свой метод исследования и так далее. И основные принципы философии – здоровое сомнение, критический подход, свобода мысли. Зачем надо изучать философию? Очень серьезный вопрос. Первое. Изучение философии дает возможность нам узнать, как вырабатываются категории, это понятие, называется категории, методы исследования, как использовать диалектику для преобразования социального мира. Это первое. Второе. Изучение философии позволяет не повторять ошибку прошлых мыслителей, потому что если не будем мы повторять ошибку прошлых мыслителей, у нас еще свои ошибки, тогда будем топтаться в одном месте, двигаться не будем. Поэтому вот философия помогает, что мы, изучая философию, не повторяем ошибку прошлых. И третье. Изучение философии позволяет, вселяет уверенность человеку, что человек вообще-то может постигнуть законы развития и природы, и общества, потом вырабатывать умение использовать эти законы для удовлетворения своих потребностей. И какое дело? То есть получается, все-таки философия – это очень важная наука. Записываем первый час. Философия – это наука. Философия – это наука, изучающая предельно общие законы, развития мира и общества, предельно общие законы развития мира, общества, запятая,
место в нем человека и его отношение к этому миру и обществу. Новые строки. Структура философии. Двоеточие. Первое. История развития философии. Второе. Учение о бытии. Еще раз. История развития философии. Второе. Учение о бытии. Третье. Учение о познании. Учение о познании. Четвертое. Социальная философия. Новые строки. Основные принципы философского исследования. Двоеточие. Основные принципы философского исследования. Здравствуйте. Здоровое сомнение. После двоеточия. Здоровое сомнение, запятая, критический подход. Здоровое сомнение, запятая, критический подход и свобода мысли. Новые строки. Зачем надо изучать философию? Двоеточие. Первое. Изучение философии. Первое. Изучение философии позволяет узнать, как вырабатывались категории. Позволяет узнать, как вырабатывались категории, запятая, методы познания. Методы познания, запятая, как использовалась диалектика в преобразовании действительности. Второе. Диалектика. Как использовать диалектика в преобразовании действительности. Второе. Предупреждает повторение ошибок мыслителей прошлого. Предупреждает повторение ошибок мыслителей прошлого. Третье. Вселяет уверенность в возможности постижения законов развития природы и общества, запятая, вырабатывать умение использовать их в целях удовлетворения разумных потребностей человека. В целях удовлетворения разумных потребностей человека. Все, отдыхаете? Я сейчас... Еще раз пройдитесь, по этим. Чего? Быстро слишком. Зачем надо изучать философию, да? Все, что дали на запись. Все, что? Еще раз. Ага, ну давай. Определение философии ты написал? Ага. Ага. Структуру философии написал? Так. 4. 3 же. 4. История развития философии. Правильно, 3, 4. Так. История развития философии. Учение о бытии. 3. Учение о познании.
И четвертое – социальная философия. Так, Четвертое – социальная философия. так. Основные принципы. Записал? Здоровое Нет, сомнение, потому что- критический А? подход, свобода мысли. Свобода Здоровое мысли. сомнение, критический подход, свобода мысли. Принципы. Так. И зачем надо изучать? А? Зачем надо изучать? Первое. Узнать, как вырабатывают категории, методы познания, как использовать диалектика преобразования действительности. Как что? Еще. Как использовать диалектика в преобразовании действительности. Второе. Предупреждает повторение ошибок мыслителей прошлого. Третье. Вселяет уверенность, постижение закона развития природы общества и вырабатывает умение использовать их в целях удовлетворения разумных потребностей человека. Все есть, да, Николай Иванович? О, Все есть? Есть. Ага. Нет, я, Николай Иванович, он-то пропустил. А вы почему меня заставляете остановить и повторить сразу по ходу? Это много времени берет, все слишком повторять. быстро диктует, Второй Иван раз. Степанович. Слушаете сейчас, ничего не пишете, Тихо. запоминаете. Ладно. Значит, приступаем к выработке диалектики, философии Маркса и Энгельса. Значит, они создали диалектическо-исторический материализм. Создали. Для этого надо было им оружием критики победить идеализм. Вот несколько абстрактно сначала объясню, почему вот, сегодня мы не можем понять Соединенные Штаты Америки, все западные страны. У них в результате поражения двух мировых войн, первой и второй, особенно второй, поселилась в душе философов Запада неуверенность, отсутствие опоры, потеря надежды, и воцарилось идеалистическое толкование действительности. У них десяток школ. Не так, как в Советском Союзе. Одна школа диалектических материалов. У них десяток школ. Разным по-другому называется. Ага. И могу сказать, что вот профессор Минского университета такие вещи написал. Для того, чтобы понять суть вопроса, написанный идеалистом, надо перелопативать тонну словесной руды. Это очень правильно сказал. Потому что их очень трудно понять, этих идеалистов, понимаете? Очень трудно понять. Многие, вот Хайдеггера, всех Сартра, всех остальных, даже в университетах преподают, но их произведения читать это целый. Надо иметь хорошие нервы и характер. Что они пишут, о чем пишут, это очень трудно понять. Поэтому я привел вот коллегу высказывание Минского университета белорусского. Потому что, вероятно, ученый очень умный, он одним словом предложил тонну человеческой руды. Представляете, словесной руды. И мы не можем понять. Вот сейчас перехожу опять к Карлу Марксу. Карл Маркс говорит, идеалисты стоят на голове. Их надо поставить на ноги. Тогда получится материализм. Стоят на голове. А они, если стоят на голове, когда смотрят на россиян стоят на голове. Потому что материалист, он стоит на ногах, идеалист, и смотрит на идеалиста, понимаете, Вячеслав Сергеевич говорит, он стоит на голове. Как можно понять человека, стоящего на голове? Поэтому никогда западными, это американцами, западным человеческим вообще, в простом человеческом разумении не можем понять друг друга. Никогда не поймем. Потому что они идеалисты, мы материалисты. Вот Маркс и Энгельс, их заслуга в этом. Диалектический материализм – это изучение предельного общего закона развития природы. Исторический материализм – это распространение материализма, истории развития человека. Это предельного общего закона развития общества. Только что мы написали же, да? Философия изучает предельного общего закона природы общества. Это и есть вот, диалектический материализм. Природа, исторический материализм – это общество. Это оба составляют марксистскую философию.
у меня будет монография, если жив-здоров буду. Там будет написано «Марксистская философия. Фундамент строительства коммунизма». Я думаю, такую монографию писать мечтаю. Представляете? Это философский фундамент марксизма. Это правда. Правда. Ага. И сегодня мы изучаем представление, что такое марксистская философия, с чего она состоит. Но философия – это мировоззренческий фундамент. Политэкономия – это законы управления производством и распределением, а классовая борьба и пролетарская – это понятно. То есть рабочий класс, пролетариат формирует под лозунгом «пролетариат всех стран соединяйтесь», тогда он становится рабочим классом. Понимаете, какой рабочий класс? И этот рабочий класс создает себе политическую партию, и политическая партия просвещает ядро рабочих заводов и фабрик, и происходит пролетарская революция, завоевание политического. Это очень долгий, длительный процесс. Маркс и Энгельс сказали, что эта пролетарская революция произойдет одновременно во всех развитых коммунистических странах, а на самом деле в одной стране Ленин с помощью империализма как высшей стадии капитализма установил неравномерность экономического развития капитализма, и на этой основе он перешел к пролетарской революции, повис первоначально немного и даже одной отдельно взятой капиталистической стране. Понимаете, этот процесс очень длительный, длительный, и вся мудрость Маркса и Энгельса в этом и заключается. Так, я вам диалектический материализм объяснил. Дальше слушаем. Вот, переходим, Гегель я сказал, стоять на голове, поставить на ноги. Сейчас Фейербах. Фейербах – это тот же классическая немецкая философия, он антропологический материализм создал. То есть он природу рассматривает как организм человека, потому что антропология – это человек. Поэтому пришлось и антропологический материализм Фейербаха преодолеть. Но Фейербах есть величайшая заслуга. Что он говорит? Он говорит, мы люди, дети природы. И говорит, кроме природы человека ничего нет. А высшие существа, боги, это фантастическое отражение нашей собственной сущности. Действительно, творец Бога – это человек. Оказывается, Бога-то нет. В 18 веке Фейербах, и никто ему не возразил. Чем можно было бы возразить-то? Нет этого Бога-то. Это человек сам отчудил свою сущность и передал красивой женщине ребенком, красивый мужчина бакенбардой. Человек же. Бог же должен был бы иметь свой какой-то образец. И общий вывод. Религия, значит, нет Бога, это человек выдумал. Фантастическое отражение. Идеализм – это люди, стоящие на голове, Гегель, все остальные. Там есть еще субъективы, объективы, идеалисты. Чтобы мозги вас сосорят, я ничего сказать не могу. Оказывается, религия, идеология, религия, идеалистическая философия возникли из осуждения человеческой сущности. Понимаете, какой? То есть сам человек, понимаете, мозги пудрит и создает религию, у которого нет Бога. Идеализм, который стоит на голове. Вот такое дело. Очень просто. Для убедительности, что Бога нет, я вам приведу высказывание утописта мечтата Жан Мелье, который, это французский, Жан Мелье, всю жизнь служил священником сельской церкви. И он что пишет? Этот утопист. Он пишет. Религия – гнусная басня, выдуманная попами исключительно для того, чтобы держать народ в тупом невежестве и покорности. И если он живьем так написал, его бы сожгли. Но он хитрый был, этот философ, Жан Мелье. Он написал толстое завещание и своим друзьям сказал, книгу выпустить после моей смерти. Он-то знал, что его сожгут. Какие смелые, да, были. Вот все.
Вот сейчас вы мне рассказываете, что Бог есть. Нет его 18 века. Все, записываем. Чтобы создать диалектический материализм, Марксу и Энгельсу Диалектический какой? Исторический. диалектический и исторический материализм Марксу и Энгельсу пришлось оружием критики преодолеть идеалистическую философию. Пришлось преодолеть оружием критики идеалистическую философию. Для этого им пришлось идеалистическую философию Гегеля поставить с головы на ноги. Запятая, пришлось преодолеть антропологический материализм первого, который природу рассматривал, как организм человека. Фейербах писал: природа есть та основа, на которой выросли мы, люди, вне природы и человека ничего нет. Высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, есть лишь фантастическое отражение нашей собственной сущности. Кроме мира человека ничего нет. Действительный создатель Бога есть человек. Французский утопист Жан Мелье, сельский священник,
сельский священник писал, двоеточие, писал, двоеточие, религия есть гнусная басня, религия есть гнусная басня, запятая, выдуманная попами, исключительно для того, запятая, чтобы держать народ в тупом невежестве и покорности. Для того, чтобы держать народ в тупом невежестве и покорности. Отдыхаете, я рассказываю. Так, заслуги Маркса и Энгельса. Значит, Маркс в работе, вы ничего не пишете, в работе критика гегелевской философии права впервые обращает внимание пролетариату. Потом в последующих работах он объяснит. Пролетариат – это могильщик капитализма, преобразователь всего капиталистического мира, строитель коммунизма. Это первое. И второе. Он открыл такой, силу передовой науки, силу передовой теории. И говорил, это могучий фактор для социального преобразования социального мира. То есть заслуга заключается, что он впервые обратил внимание на пролетариата, он объяснил, это, кто такой пролетариат. И второе, знает могущество передовой теории для социального преобразования мира. А его учение в 45 томах, это и есть теория. Туда изложено впервые пролетариата, впервые, потому что два поколения утопистов, они создали очень прекрасное общество, подробность как будто коммунистическое, но они не увидели этого пролетариата. В этом сила-то. И они не увидели силы теории. Так, мы должны знать, что впервые Фридрих Энгельс сформулировал основной вопрос философии. Он гласит таким образом. Великий основной вопрос философии есть отношение мышления к бытию, и этот вопрос имеет другую сторону. Возможно ли сознание человека постигнуть закон развития природы? Мира. То есть впервые сформулировал основной вопрос философии Энгельс. До этого не было. И после этого все философы, после определения основного вопроса философии, все философы мира поделились на два лагеря. Первые, которые исходят, все начала, это дух сознания, идеалисты. Все те, которые, все начала с материи, материалисты. Но говорит, что идеалисты или идеализм плохой, материалисты, материализм хороший, это бессмыслица, потому что это зато с законом диалектики, к которой мы сейчас перейдем, законом диалектики, единство в борьбе идеализма и материализма развивается вся философия. Если это одна и не плохая, другая хорошая, какое развитие философии может быть? Нет. Они более развиваются. Сейчас все природе общества и человеческом организме, человеческий организм, природа общества развивается по законам диалектики. Эти законы 3. Я их перечисляю. Первый закон – единство, борьба противоположностей, внутренний источник всякого развития. Единство борьбы противоположностей – источник развития, всякого развития. Второе – количество изменений превращается в качественное. Ну, все мы знаем, что вода превращается либо в пар, либо в лед. Это превращение происходит скачкообразно. Общество – это социальная революция. Третий закон – отрицание. Такой самый, ну, как бы сказать, самый сильный закон – отрицание. То есть, получается,
любое явление, любой процесс новый в себе содержит частицу будущего своего отрицания. Понимаете, какое я? Ну, давай мы берем. Человек, ребенок родился, он растет, юноша, мальчик, это юноша, взрослый человек, старик, женился, продолжил свой род, состарился и умер. Все происходит по этим законам. И вот, если посмотреть Советский Союз, почему он развалился, то он не мог ответить на действия закона отрицания диалектики. Потому что он должен был показать постоянный восходящий линия расчет. А после Сталина перешли не марксисты, которые далеки были от марксистского, а Хрущев вообще малограмотный, Брежнев военный, Андропов КГБшник, Черненко, кто он такой, я не знаю. Ага. Все, ку-ку. Несоответствие закону отрицания, все развивается. Ну и Римская империя когда-то и так далее, и так далее. Это все мы, организм, между прочим, всех нас тоже живет соответственно законам диалектики. Записываем. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своих произведениях впервые обратили внимание на пролетариат. В последующих работах они разъяснили, что он могильщик капитализма. В последующих работах они разъяснили, что он могильщик капитализма, преобразователь всего капиталистического мира, и строитель коммунизма. Точка. Маркс и Энгельс обосновали капиталистического мира. Строитель коммунизма. Ага. Преобразователь всего капиталистического мира, строитель коммунизма. Маркс и Энгельс обосновали об огромном революционизирующем факторе, передовой теории в борьбе за коренное перестройство общества. Точка. Фридрих Энгельс сформулировал основной вопрос философии. Двоеточие. Великий основной вопрос всей философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Точка. Этот вопрос имеет еще другую сторону. Двоеточие. Этот вопрос имеет еще и другую сторону. Двоеточие. Состояние ли наше мышление
состоянии ли наше мышление познать действительный мир? В состоянии ли наше сознание познать действительный мир? Точка. Философы составили два отряда. Двоеточие. Философы составили два отряда. Двоеточие. Первое. Философы, которые выясняли мир. Первое. Философы, которые выясняли мир, исходя из духа, запятая, сознания, объясняли мир, исходя из духа, запятая, сознания, составили отряд идеалистов. Составили отряд идеалистов. Второе. Философы, которые признавали, или Никита Иванович, что не пишешь? Я записал материалисты. Ага. Сразу. Признавали Так. за основу миропонимания материю, Ну, признавали за основу понимания миропонимания материю, составили отряд материалистов. основа духа, Составили отряд материалистов. основа материи. Точка. Идеализм и материализм. Идеализм и материализм. Сейчас. Позже позвоните, занят. Это два крыла одной науки. Это два крыла одной науки. Запятая, ибо единственная борьба приводит к развитию всей философии. Ибо единственная борьба приводит к развитию всей философии. Новые строки. Диалектика, закон диалектики, двоеточие. Первое. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон единства и борьбы противоположностей является внутренним источником всякого разбития. Закон единства и борьбы противоположностей является внутренним источником всякого разбития. Второй. Закон перехода количественных изменений, качественные. Закон перехода количественных изменений, качественные. Точка. Этот процесс происходит скачкообразно. Этот процесс происходит скачкообразно. Третье. Закон отрицания. Закон отрицания, который требует развития. Закон отрицания, который требует развития по восходящей линии без всякого перерыва. Развитие по восходящей линии без всякого перерыва.
Все слушаете. Последний раздел. Карл Маркс предлагает с помощью исторического материализма научные доказательства общественное бытие определяет общественное сознание. Общество все материальные производства определяют все остальные формы отношений. В частности, производственные отношения зависят от уровня развития производительных сил. Вообще, понимаете, вот сам по себе противоречие между производительной силой и производственными отношениями, это переводится с революции. Других методов его разрешения не бывает. Производительная сила – это человек, плюс средства производства, которых сам создает человек. А производственные отношения – это отношения людей к процессу производства. Ничего там как будто сложного нету. На сегодня посмотрите, в каком отношении мы находимся. Если все признавали производительные силы – это человек и средства производства. А на самом деле, как написано в книге, производственные отношения – это средства производства и люди, приводящие действия. А разве это определение? А на самом деле должно быть так. Производительный человек и средства производства, которые создает сам человек. В результате чего человек должен быть, как в Советском Союзе, высокообразованный, высококультурный. И тогда у него раскрывается весь его потенциал, все природозадатские дарования, он начинает создавать, понимаете, как говорится, средства высочайшего класса, средства производства. Ну, тогда говорили, это кибернетическая приставка и так далее. Сегодня говорят искусственный интеллект, прочее. А на самом деле мы застряли на механизации трудового процесса. Сколько сегодня людей ходит топором и лопатой? В 21 веке-то. А где комплекс механизации? Мы об этом вообще забыли. Ага. Где ресурсы, сберегающиеся технологии? Если мы добываем урду, 100% надо использовать, а мы сегодня используем 3-5%. А 95% в испорченном виде выбрасываем природы. Потом говорят, почему природа загрязняется, экологическая катастрофа вылезается. Мы сами это виноваты. Мы должны были перейти к комплексу механизации, где безотходные технологии. Вот добыл 100% используй. Хорошее вот там то-то, среднее такое, пустое там строительство и так далее. Это никто не делает. После чего должны были мы эти все производственные, технологические, управляющие процессы автоматизировать, потом комплекс автоматизировать. А сегодня говорят, в России собирается безработица, а ученые говорят, мы сейчас делаем машины без водителя, самолет без пилота, корабли без команды. Вообще дураки, что ли? А человек чем будет заниматься? Как будет питать свою семью, воспитывать детей? Так он должен работать. А тогда поставят на производительные силы нормальная формулировка. Это человек и средства производства. То есть мы должны заниматься все время развитием человека. Все время развитием человека. Он тогда будет делать совершенные, все хорошие средства. И даже полной комплектации, после автоматизации производственных процессов, человек будет командовать. Он будет делать программы, преобразование этих еще больше, лучше автоматизированных заводов, пусть будет без рабочих, но он будет обслуживать автоматы, он будет его ремонтировать, он будет их заменять, после их опять переправлять, другие автоматы делать. То есть работа найдется. Понимаете, какой? А оставшийся берем человек будет заниматься спортом, культурой, наукой и так далее. Как я, много философов будет и так далее, учителей будет. Да, у меня работа разумной потребности. Есть такое направление. Раннее выявление задатков дарования, полное открытие задатков каждого ребенка. Для этого надо учить. Учитель должен учить не более 5 учеников. Сегодня сколько? 35-40 класса. Сколько учителей надо будет, а? Иначе мы не раскроем талант человека. Каждого ребенка. Это общественное сознание. Пошли дальше. Так, классики своей теории классовой борьбы, они доказали, что обязательно классовая борьба дойдет до пролетарской революции. И рабочий класс завоюет политическую власть, установится диктатура, отменит, понимает, буржуазия, частная собственность, отменит эксплуатацию человека человеком. Так это дело, этим не ходим. Мы, Ленин, Сталин это дело сделали, потом стал вопрос, а как
С чего начать строительство коммунизма? А? А она изложена теория научного коммунизма. Переход и период. Первая, вторая фаза. Все. И он объяснит, что такое переход. Преобразование, первое, второе, капитализм, коммунизм. Первая фаза так, вторая фаза так. Но они не могли детально ставить. А дальше-то ты сам, каждый рабочий класс каждой страны на уровне разбития, социального, экономического, духовного разбития сам определяй, как Ленин сами определили-то. России. Сначала культурная революция, потому что 73% населения безграмотный. Потом коллективизация, 24 миллионов единиц крестьянского натурального хозяйства. Этого разве можно коммунизм строить? Нет. Поэтому колхозы, совхозы. Всей страной, понимаете, всей страной. Рабочий класс выделил 25 самых передовых рабочих коммунистов, отправил создавать колхозы, совхозы. Крестьяне разве мог сделать? Говорят, нет. А потом профсоюз отправил 180 тысяч бригад для создания колхозов и машино-тракторных станций. И советская власть подготовили 1,9 миллионов этих трактористов, комбайнеров, шоферов. То есть вся страна работала. И это создание колхозов. Иначе нельзя было. А потом индустриализация. На снова разбитой сельскохозяйственной индустриализации всей страны. И самое сложное право наше на самоопределение. То есть каждая страна сама будет решать, как строить коммунизм. Союз Штатов будет другой, Китай другой, Россия другая была, то есть Советского Союза. Вот такое дело. Записываем. Маркс и Энгельс с помощью исторического материализма. Маркс и Энгельс с помощью исторического материализма научно доказали, общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Точка. Производственное отношение общества зависят от уровня развития производительных сил. Запятая. Экономический базис общества порождает соответствующий ему настройку. Скобку открываете. Политика, наука, религия и т.д. Настройка. Точка. Маркс и Энгельс своей теорией классовой борьбы пролетариата против буржуазии обосновали неизбежность пролетарской революции. С целью завоевания политической власти. Новые строки. Сила марксистской философии состоит в том, что она, как теоретическое
как теоретическое оружие позволяет пролетариату сознательно, запятая, последовательно действовать в соответствии с законом развития общества, в соответствии с законом развития общества за свое освобождение. За свое освобождение и освобождение всех эксплуатируемых. И за освобождение всех эксплуатируемых. Какие вопросы возникли?